Американская ассамблея в поддержку сионизма и Израиля. Это традиционный пропагандистский спектакль, который проводит Всемирная сионистская организация. На расходы не скупятся. Арендован крупнейший в Нью-Йорке концертный зал, в президиуме лидеры сионистских организаций. Соблюдены все стандарты американской политической рекламы. Аудиторию не только развлекают, но и убеждают в неподражаемых достоинствах настоящей национальной идеи. Ее рекламирует сам председатель исполкома Всемирной сионистской организации Леон Дульцин. Сионизм был и есть революция, потому что сионизм положил конец состоянию бездомности евреев, сделал еврейский народ хозяином своей судьбы на своей собственной земле, потому что евреи – первопроходцы, освоившие дикую страну, потому что сионизм стремится к созданию нового общества, основанного на древнем этическом учении пророков о равенстве и социальной справедливости и более поздних пророков западного либерализма и демократии. Европа, канун 20 века, начало эпохи империализма. Монополистическая буржуазия ищет новые средства борьбы с революционным движением рабочего класса. Именно в это время появился на политической арене сионизм. Идеология, политика и практика крупной еврейской буржуазии. 1897 год. На первый конгресс Всемирной сионистской организации собрались представители еврейской буржуазии из разных стран мира. Отец-основатель сионизма Теодор Герцль. Мы должны изолировать еврейских студентов и рабочих от социализма и дать им вместо этого настоящую национальную идею. Свою программу Герцль изложил в брошюре «Еврейское государство», а еще раньше в письме к Ротшильдам. Мой двоюродный дед Эдмон начал этим заниматься около 1880 года. Он дал значительные суммы, это действительно так, чтобы помочь евреям вообще эмигрировать из Западной Европы и обосноваться на земле Палестины. Но это закончилось. Это закончилось со смертью моего двоюродного деда в 1934 году. Вы разочаровались в сионизме? Или у вас недостаточно денег? О, это две различные вещи. Все евреи критикуют других евреев, что те недостаточно дали для Израиля, недостаточно дали для еврейского дела, для еврейской религии, для еврейских социальных учреждений. И это справедливо. Ибо никогда не было ни одного достаточно доброго еврея, и его совесть никогда не была достаточно чистой. К счастью, такая критика помогает стать более добродетельными и нравственными. Я родился и жил в Иерусалиме, в котором жили арабы, мусульмане и христиане, и евреи. Воспитывался я в школе, в которой вместе со мной учились арабы-мусульмане, арабы-христиане и евреи. Все мы жили в мире друг с другом. Свидетельствует Рухи Эль-Хатыб, мэр Восточного Иерусалима, изгнанный сионистскими оккупантами после агрессии 1967 года. В средние века евреи угнетались и преследовались в Европе. Единственным убежищем, готовым принять их, были исламские государства, в том числе Палестина. Они жили при арабском мусульманском правлении в течение 13 веков в мире. Различия и конфликты возникли у нас лишь с появлением международного сионизма. Британские империалисты первыми решили использовать сионизм для укрепления своих позиций в этом стратегически важном районе мира.
Дорогой лорд Ротшильд, правительство Его Величества благоприятственно относится к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа и окажет полное содействие в достижении этой цели. Я буду благодарен, если вы передадите эту декларацию для сведения сионистской организации. Лорд Бальфур. Кинохроника Патте, 1919 год. В Палестину прибыла сионистская комиссия. Ее глава – лидер Всемирной сионистской организации Хаим Вейцман. Комиссия обсуждала с британскими оккупационными властями вопрос об ускорении еврейской колонизации. А ведь евреи составляли тогда только 7% населения Палестины. Принципами сионистской колонизации были: еврейская земля. Земля должна принадлежать только евреям. Еврейский труд. Еврейская продукция. Цель колонизации была поставлена еще Герцлем – превратить всю Палестину в еврейское государство. В сионистской идеологии всегда было две основных тенденции. Был Теодор Герцль, который был невежественным евреем, который не знал истории еврейского народа и который думал только о том, чтобы возвыситься. И был известный еврейский писатель Ахад Гаам. Он говорил, что само государство не имеет значения для евреев. Важно, чтобы был духовный и моральный центр, потому что после эмансипации евреев гетто исчезли, и возникла опасность, что евреи ассимилируются. Гетто исчезли? Надо создать новое гетто, духовное. Ахад Гаам провозгласил евреев всемирной духовной нацией, сверхнародом. Он требовал, чтобы каждый еврей, где бы он ни жил, считал себя хранителем особой высшей морали и видел свой духовный центр в Палестине. Германия Гитлеру, Италия Муссолини, Палестина нам, требовали сионисты-штурмовики Зеева-Жаботинского. Не случайно его называли еврейским Гитлером. Он утверждал, что для осуществления целей сионистов необходимо выпустить еврейский народ в исправленном издании. Из архивов Цисской хроники. 1940 год. Фашисты готовятся к окончательному решению еврейского вопроса. Евреи в оккупированной Европе согнаны в гетто. Сегодня сионисты много говорят о миллионах евреев в жертвах гитлеровского геноцида. Однако они не любят вспоминать о том, что сами активно пособничали гестаповцам. Из числа сионистов формировалась и вспомогательная еврейская полиция. Спустя 20 лет после войны западногерманский журнал «Шпигель» писал: так как сионисты и национал-социалисты возвели расу и нацию в культ, то между ними неминуемо должен был возникнуть общий мост. И этот мост возник на чудовищных сваях из миллионов замученных и расстрелянных фашистами евреев. А это кадры послевоенной кинохроники. Уцелевшие от гитлеровского геноцида евреи плывут в Палестину из разрушенной Европы. Сионисты уверяли этих людей, что после выпавших на их долю испытаний только на земле обетованной они смогут обрести покой. Евреев убеждали, что в Палестине их ждет мирная и счастливая жизнь, которая позволит им забыть об ужасах войны. Май 1948 года. Английские войска покидают Палестину. Согласно решению Организации Объединенных Наций, действие британского мандата на Палестину прекращалось. Там должны были быть созданы два государства – еврейское и арабское. Однако арабское так никогда и не было создано. Не мир, а террор принесли с собой в Палестину сионисты. Их вооруженные отряды совершили сотни нападений на палестинские города и деревни. Руководитель одной из террористических банд Менахем Бегин. В этой стране нет места для обоих народов. Единственным решением является Палестина без арабов.
Здесь не должны остаться ни одна деревня, ни одно племя. На рассвете 10 апреля 1948 года террористы вырезали все население арабской деревни Дейр-Ясин. Убивали даже малых детей. Спасаясь от гибели, сотни тысяч арабов были вынуждены покинуть родные очаги. Так сионисты осуществляли на практике лозунг «Землю без народа, народу без земли». Его жертвой стал арабский народ Палестины. Первый премьер-министр Израиля, один из пионеров сионизма Бен-Гурион. Границы Израиля будут определены лишь в ходе войны. Так родился израильский экспансионизм. Судьба других народов принципиально не интересует лидеров сионизма. Превыше всего Израиль. Итак, моя концепция израильской политики, которую вы можете найти во множестве статей, это прежде всего то, что Израиль не должен быть государством, как все другие. Большое несчастье, что путь Израиля начался с войны. Я просил Бен-Гуриона отложить на месяц провозглашение государства, чтобы избежать войны. Бен-Гурион не сделал это. Я сказал ему, что он, Бен-Гурион, должен знать, что в Талмуде, великом еврейском религиозном толковании, сказано, что для каждого грешника характерно то, что после одного греха он берет на себя другой. То же самое с войной. За одной войной следует другая война, и уже будет сплошная война. Три десятилетия войн для захвата арабских земель и затем сепаратная сделка в Кэмп-Дэвиде. Американский президент Картер, израильский премьер-министр Бегин и египетский президент Садат подписывают документ, лицемерно названный «Рамки для мира на Ближнем Востоке». Его истинная цель – навязать народам Ближнего Востока господство империализма, увековечить израильскую оккупацию палестинских земель на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также сирийских голландских высот. Какие еще оккупированные территории? Если вы имеете в виду Иудею, Самарию и сектор Газа, то это освобожденные территории. Они часть, составная часть земли Израилевой. От кого сионисты освобождают Палестину? От самих палестинцев. На территориях, которые Бегин назвал освобожденными, сионисты установили жестокий оккупационный режим. Ни один палестинец не чувствует себя в безопасности на родной земле. Тысячи арабов изгнаны из своих домов. Тысячи домов разрушены. Оскверняются арабские святыни. Горят мусульманские мечети и христианские храмы. Сионисты пытаются с корнем вырвать палестинскую культуру из той земли, которую они провозгласили освобожденной. Я провела рождественскую ночь в Вифлееме, оккупируемом израильской армией.
Палестинцев не было, совсем не было. На улицах Вифлеема в ту ночь были военные, 15 тысяч солдат для района Вифлеем, была армия, были туристы, но арабский город был совершенно нем, недвижим и совершенно беззвучен. Они праздновали Рождество у себя дома, они не хотели праздновать в церкви, где находились оккупационные и гражданские власти. Если кто-нибудь из членов семьи, даже подростки, бросит камень в автомобиль или оскорбит израильского солдата, считается, что вся его семья несет ответственность за это. Это называется семейным наказанием и означает разрушение дома. Я видела такой дом. Отцу потребовалось 17 лет, чтобы построить двухэтажный дом. Это многочисленная семья, и такой дом разрушают. Прибывает несколько сотен солдат, и люди должны покинуть дом до того, как его взорвут динамитом, до того, как будет разрушено абсолютно все. С подростками обращаются совершенно бесчеловечным образом. Их арестовали, разрушили дом до того, как допросить их. Они не имели даже возможности сказать, что они невиновны, потому что с ними зверски обращались, их били. И только после всего этого их признали виновными. И все это произошло в ночь под Новый год в Вифлееме. Вифлеем — это город, где родился Иисус Христос. Сионизм очень много перенял из арсенала нацистских средств. Нацисты претендовали на свою принадлежность к высшей расе. И сионисты утверждают, что они принадлежат к богоизбранному народу, стоящему выше всех других народов. Каждого, кто не принадлежит к числу евреев, они называют гой. Знаете ли вы, что значит гой? Тот, кто не является человеком. Слово «гой» означает «не человек». Таково удивительное сходство. Поэтому я называю сионизм неонацизмом в нашем современном мире. ولذلك أنا بقول أنها النازية الجديدة في عالمنا المعاصر. Жемчужина, которой судьбой было уготовано стать национальной мечтой для еврейского народа, называется Палестиной. И евреи должны верить в божественные предначертания. Они стремились создать могущественную империю, собрав все свои силы для войны освобождения. И с помощью Бога победили в эту войну. Наш флаг возвысился среди флагов других наций, из глубины преисподней до вершности. Это свидетельство божественного провидения, чудо из чудес человеческой истории, божественное чудо в аналах человечества. Посему верьте, верьте, мои друзья,
мои братья и сестры. Иначе не все из нас будут спасены. Не все из нас будут здесь. Специальный выпуск журнала Life, посвященный юбилею государства Израиль. Авторы назвали эту подборку фотографий «Разные лица молодой нации». Еврейская раса является одной из главных рас человечества и сохранила свою цельность. Еврейский тип законсервировал свою чистоту сквозь многие столетия. Эти слова сказаны одним из праотцов сионизма Мозесом Гессом. Результат господства в Израиле сионистской идеологии, оголтелый шовинизм, российский психоз, дух избранности и исключительности. Вот он, настоящая национальная идея. Западногерманская кинохроника показывает церемонию открытия нового здания израильского парламента Кнессета. На торжества прибыли лидеры сионистских организаций и высокопоставленные гости из разных стран. Честь открытия доверена мадам Ротшильд. Ее муж оплатил большую часть расходов на строительство. Невыносимой является политика создания еврейских колоний на арабских территориях. Министр сельского хозяйства, который теперь является министром обороны и который весь во власти своей идеи, министр Ариэль Шарон сказал, что нужно создать необратимую ситуацию в Палестине. А чтобы ситуация была необратимой, арабов изгоняют с их земель, устраивая там еврейские колонии. Еще одна церемония. Торжественная закладка нового еврейского поселения на оккупированной Израилем территории. Уже более трети всех палестинских земель на западном берегу реки Иордан конфискована израильскими властями. По замыслам сионистов и остальная часть палестинских территорий должна быть иудаизирована. Город Хеврон на оккупированном западном берегу. Экстремисты из организации Гуш-Эмуним терроризируют мирное население исконно арабских городов. Членам этого союза истинно верующих даже Менахем Бегин кажется недостаточно решительным. Их герой, Меир Кахане, создатель фашистской лиги защиты евреев, требует немедленной аннексии оккупированных земель и изгнания всех палестинских арабов, всех до единого. Чтобы сломить волю палестинцев к сопротивлению, израильские террористы совершают покушение на палестинских лидеров. Взрывом бомбы, заложенной в автомашине, был искалечен мэр Наблуса Басам Шакаа. Меир Кахане в центре внимания прессы. Это было праздником для меня. Просто праздник. Это были люди ООН. Вы думаете, что те лица, которые подложили бомбы в автомобиль, евреи? Хотелось бы надеяться, что это так. Хотелось бы надеяться. Я надеюсь, что они продолжат традиции Менахема Бегина, Иргуна и Лехи. Так что, возможно, господин Бегин вспомнит, кем он был когда-то. Менахем Бегин – царь израильский. Так величают премьер-министра его фанатичные поклонники. Политические противники именуют его иначе. Опасный демагог, страдающий манией величия. На протяжении всей карьеры Менахема Бегина его целью было и остается создание Израильской империи. У Бегина нашлись поклонники и за пределами Израиля. Нобелевский комитет в Норвегии присудил ему премию мира. А ведь в свое время английская полиция предлагала вознаграждение за информацию, ведущую к аресту этого человека.
Разыскивается. Менахем Бегин, 38 лет, рост 175 сантиметров, тщедушный. Особые приметы. Плоскостопие, плохие зубы. Род занятий – клерк. Нет, не клерк, террорист. Многие люди, в том числе и евреи, заплатили своими жизнями за политические амбиции Бегина. Это его штурмовики взорвали отель «Царь Давид», где находился британский штаб. Фото на память. Ветераны сионистского террора спустя много лет собрались вместе в тюремной камере под петлей, которая им больше не угрожает. Теперь они национальные герои Израиля. А где же Менахем Бегин? Он в Лондоне, под усиленной охраной британской полиции. Родился в 1913 году, рост 175 сантиметров, тщедушный, особые приметы, плоскостопие, искусственные зубы. Род занятий – премьер-министр. Высокопоставленного визитера сопровождают официальные лица. Менахем Бегин изъявил желание осмотреть имперский архив, чтобы прочесть декларацию Бальфура в оригинале. Дорогой лорд Ротшильд. Британская еврейская община – очень сплоченная община. Она включает в себя около полумиллиона человек. Евреи в этой стране чрезвычайно гордые, миролюбивые граждане. Мы убеждены, что являемся лучшими ее гражданами, потому что мы оберегаем нашу религию, нашу культуру и пылкую преданность еврейскому государству. Вы член английского парламента, а говорите о своей преданности государству Израиль. Я являюсь избранным лидером британской еврейской общины. Я считаю, что полностью в интересах Великобритании существование сильного, жизнеспособного государства Израиль. Я не вижу противоречия, абсолютно не вижу какой-то разделенной лояльности. Каждый в этом мире имеет более чем одну лояльность. В еврейском ежегоднике приводится длинный перечень постов, которые занимает достопочтенный Гревилл Дженнер. Интересы члена английского парламента обнаруживают весьма специфическую последовательность. Он является председателем Британского совета еврейских представителей, он возглавляет организацию «Лейбористы. Друзья Израиля», он руководит комитетом солидарности с Израилем, автор 28 книг, бывший директор сионистской газеты «Jewish Chronicle» – «Еврейская хроника». Он проявляет особый интерес к нашей стране. Мистер Дженнер – член комитета в защиту прав человека в СССР и вице-председатель парламентского комитета за освобождение советских евреев. Вот его кредо. Свобода еврея любой части мира выехать в Израиль, если он желает этого, таково существо сионизма. Считаете ли вы себя сионистом? Это зависит от того, кого вы считаете сионистом. Я считаю себя сионистом, потому что я верю в еврейское государство, в право евреев, где бы они ни жили, в Великобритании или СССР, направляться на этот маленький клочок земли, когда они захотят. В этих рамках я сионист. Если же вы спросите, означает ли сионизм, что вы сами должны выехать туда и жить там, то в этом смысле я не сионист, потому что я живу постоянно и служу в этой стране. Итак, мистер Дженнер считает, в Израиль должны ехать другие. Нью-Йорк. Соединенные Штаты – важнейший центр международного сионизма. В этом здании на Парк-авеню штаб-квартира американских сионистских организаций. Американские сионисты. Когда-то один из Ротшильдов определил их роль так. Сионист – это американский еврей, дающий деньги английскому еврею, чтобы направить в Палестину русского еврея. Американские сионисты сами не стремятся на землю обетованную. Наоборот, из Израиля уже 500 000 его граждан перебрались в Штаты. Сами сионисты называют Нью-Йорк крупнейшим еврейским городом мира. В нем живет почти столько же евреев, сколько и в Израиле. Золото и бриллианты покупаем и продаем.
Эту улицу называют «золотым гетто». Здесь земля обетованная не только для оборотистых дельцов, липнущих к золоту, но и для капитанов большого бизнеса. Банк Леуми, один из крупнейших банков мира, под названием Еврейский колониальный трест, он был основан еще Теодором Герцлем. Настоящая национальная идея оказалась весьма прибыльной. У одних золотая улица Нью-Йорка, у других бриллиантовый квартал Антверпена, здесь вершина бриллиантового треугольника. Эти камни были добыты на южноафриканских копьях Гарри Оппенгеймера. В Тель-Авиве их обработали и привезли в Антверпен. Этот бизнес не любит посторонних глаз. Бриллиантовая биржа. Ее членами становятся лишь избранные. Огромные прибыли и щедрые пожертвования в сионистские фонды. Вершина бриллиантового треугольника — сам бриллиантовый король Гарри Оппенгеймер во главе президентского совета. Вот она, земля обетованная. Деньги, деньги, деньги. Вот что заставляет мир вертеться, поется в этой фарсовой песенке. Марка, иена, доллар, фунт, лишь бы звенели монеты. Деньги, деньги, деньги. Отсюда Золотая улица кажется далеким миражом. В этом районе на окраине Нью-Йорка живут люди, которые променяли советский паспорт на химеры земли обетованной. Покинув родину, они предпочли затем Израилю вид на жительство в Америке. Земля обетованная обернулась для них гетто на окраине жизни. Молочные реки, кисельные берега. Страна неограниченных возможностей. О чем они мечтают теперь, эти борцы за настоящую национальную идею? Марка, иена, доллар, фунт. А вот в Советском Союзе евреям живется плохо, утверждает просионистский листок «Новое русское слово». Советских евреев надо немедленно спасать, провозглашают сионисты.
Очередная сионистская провокация у здания советского представительства при Организации Объединенных Наций. Что привело сюда участников этого сборища? Забота о благополучии советских евреев? Нет. Для сионистских лидеров надуманная проблема советских евреев лишь инструмент в большой антисоветской игре. «Мы не допустим улучшения советско-американских отношений», похваляется оратор. «Мы не допустим разрядки международной напряженности». При чем тут советские евреи? Сионисты не могут смириться с тем, что в советском обществе навсегда покончено с национальной дискриминацией и враждой. В нашей стране нет места для любой формы расизма, в том числе сионизма и антисемитизма. За каждого еврея двух русских. Свободу Щеранскому. Кто такой Щеранский? Изменник Родины, шпион, осужденный советским судом. Вот кого сионисты делают своим героем. Мейер Кахане, фюрер Лиги защиты евреев. Кто сказал, что нельзя применять насилие для спасения русских евреев? Кто сказал, что насилие – это плохо? Надо не раздумывать, а действовать. Советское представительство. Отпустите евреев, или вы будете убиты. Алло! Пошли домой! Пошли домой! Взрывы бомб, обстрелы, нападения на советских дипломатов и членов их семей, попытки любым способом осложнить советско-американские отношения. Сионистские штурмовики стараются. Организаторы антисоветское мероприятие. Сюжет американского телевидения. В Вашингтон прибыл Бегин, премьер-министр Израиля, чтобы установить сердечные отношения с администрацией Рейгана. Уточнили. Целью переговоров Бегина будут не просто сердечные отношения. Речь пойдет о заключении стратегического альянса, направленного против СССР и арабского национально-освободительного движения. В таком альянсе Бегин видит основу для экспансионистского курса Израиля. Бегин прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка, где он совещался с лидерами американских сионистов. Он рассчитывает, что, как всегда, добьется успеха с помощью произраильского лобби. Лобби. Это английское слово означает коридор, кулуары. В американском политическом жаргоне группы давления на правительство в интересах определенных кругов. Одним из самых влиятельных считается лобби произраильское. Мы всего лишь маленькая группа. Конечно, приходится убеждать всех в своей правоте. Но в большинстве случаев это не так трудно убедить американцев в нашей правоте. Лоббизм – это слово, которое означает обращаться с просьбами и требованиями к нашему правительству проводить правильную политику. Мы проводим личные беседы с членами правительства. Мы привозим в Вашингтон группы членов нашей общины для встречи с их конгрессменами и сенаторами, посылаем письма, корреспонденции, телеграммы. И все это для того, чтобы члены Конгресса знали, во что мы верим. И они могут либо игнорировать наше мнение, либо следовать нашим советам. В Белом доме стараются обычно не игнорировать советы сионистских лоббистов. В этой брошюре собраны высказывания американских президентов в поддержку сионизма и Израиля. Израиль – это крупный стратегический плюс для Америки. Это единственное стабильное демократическое государство, на которое мы можем положиться на Ближнем Востоке, утверждает Рональд Рейган. Каждый кандидат, ведущий борьбу за место президента или конгрессмена, нуждается в деньгах. Чтобы их получить, он должен пойти к влиятельным сионистам. Речь идет не только о нуждах политики или избирательной кампании, но и о повседневном бизнесе. Хорошо известно, что многие из наших инвестиционных банков находятся в руках людей, для которых важнее всего интересы Израиля, которые ставят на первое место интересы Израиля.
Затем средства массовой информации. Там имеется большое количество евреев, которые являются либо открыто просионистами, либо, занимая нейтральные позиции, попадают под руководство сионистов. Американский народ неправильно информируется. На последней неделе мы упоминали жертвы войны. Не только евреи пострадали во время нацистского периода, однако мы слышим только о миллионах евреев и ничего о других жертвах нацистского геноцида. Это, естественно, ведет к огромной симпатии к Израилю и к враждебному отношению к любому, кто выступает против политики Израиля. Каждый, кто открыто выступает во имя справедливости к палестинцам, или за изменение американской политики, или за соглашение с Советским Союзом по ближневосточному вопросу, немедленно будет грубо обвинен в том, что он прокоммунист или антисемит. Имеются организации, выступающие как часть сионистского лобби, основная цель которых состоит в том, чтобы заставить хранить молчание, подавить любое мнение, направленное, как считают, против сионистских интересов. Это поставило евреев в такое положение, когда на них показывают пальцем и говорят: вы израильтяне или вы американцы? Конечно, мы играем определенную роль, и мы этой роли не стыдимся, не извиняемся за нее. Мы вносим наш вклад в формирование внешней политики Соединенных Штатов. Сюжеты американского телевидения. Это наиболее известный товар израильского экспорта оружия – автомат УЗИ. Именно этот автомат вы уже однажды видели в руках агента американской секретной службы через мгновение после покушения на президента Рейгана. УЗИ – символ военной промышленности, созданной в Израиле. 3/4 миллиона УЗИ было продано в 40 стран. Уточним, покупателями израильского оружия стали самые реакционные режимы в мире – ЮАР, Чили, Сальвадор, Южная Корея. Это оружие используется для подавления национально-освободительной борьбы народов этих стран. Во время обсуждения стратегической ситуации на Ближнем Востоке, естественно, мы нашли много общего. Друзья и партнеры в мирное время, мы разделяем решимость противостоять всем силам, которые угрожают свободе, неприкосновенности и миру наших наций. Соединенные Штаты останутся верными своему обязательству обеспечения безопасности и благополучия Израиля. Мы работали вместе с вами, другими друзьями в регионе, чтобы противостоять советской агрессии и усилить безопасность всех стран региона. Я не прощаюсь с вами, господин президент. В следующий раз в Иерусалиме. Бегин, как, видимо, он думает, видит в Рейгане совершенно естественного союзника, с которым он может заключить стратегическое соглашение против Советского Союза. И нет сомнений, что стратегическое сотрудничество между Израилем и Соединенными Штатами определенно должно строиться на антисоветской основе. Оно отражает антисоветскую политику. По моему мнению, такая политика со стороны Израиля может быть охарактеризована лишь как сумасшествие. Она и есть полное сумасшествие. Я не понимаю, почему Израиль должен добиваться военной стычки с Советским Союзом. Это абсолютный идиотизм. Это не имеет никакого оправдания. Я думаю, однако, что Бегин надеется, подписав это соглашение, получить большую помощь Соединенных Штатов. Может быть, побольше денег, больше экономическую поддержку, более широкое военное сотрудничество. И я думаю, что Бегин непростительно приносит в жертву будущее Израиля. Он ставит существование Израиля под угрозу подрыва, проводя политику, которая является абсолютно неоправданной и абсолютно ненужной.
Десятки миллиардов долларов. Такую огромную сумму получил Израиль от Соединенных Штатов. На эти деньги была создана израильская военная машина, которая явно не соответствует экономическому и людскому потенциалу этого государства. Самая милитаризованная страна в мире, так называют Израиль. Не армия для государства, государство для армии. Культ милитаризма, культ агрессии пронизывает израильское общество. Сила, железный кулак – вот способ решения всех проблем, считают сионисты. Только так можно создать великий Израиль. Бейрут. Осень 1981 года. До очередного израильского вторжения в Ливан оставалось немногим более полугода. Они налетели рано утром, когда все были дома. Когда уже начали разбирать развалины, появилась вторая волна израильских бомбардировщиков. Тогда и погибло больше всего людей. Невероятно, но среди этого ужаса живут люди, ливанцы, вся беда которых состоит в том, что их страна находится в зоне стратегических интересов создателей великого Израиля. У этой женщины была тяжело ранена дочь. На следующий день должна была состояться ее свадьба. «35 лет назад на этой дороге, на юге Ливана, впервые появились беженцы. Это были палестинцы, изгнанные сионистами со своей родины. Они рассчитывали найти временный приют в соседней стране. Они думали, что скоро вернутся в Палестину. Вы спрашиваете меня, почему я осталась здесь? Тут погибли все мои родные и близкие. Единственное, что мне осталось, дожидаться своей смерти здесь. Здесь жили сотни семей. Осталась она одна. Куда же мне деваться? Ведь мы здесь прожили более 30 лет. Если переехать в Сайду, там убивают. В Набатию там убивают. Здесь убивают. Везде бомбят, везде обстреливают. Не лучше ли быть вблизи своих родных и погибнуть здесь? Нам бы вернуться в Палестину, на Израиль. О Боже, что же нам делать? Лагерь Рашидия. В июне 1982 года варварски разрушен израильскими танками. Здесь жили 20 тысяч палестинцев. Этот лагерь был расположен всего в 5 километрах от их родины. Он был символом упорства и мужества палестинского народа. Его более 500 раз бомбили израильские самолеты. Почти ежедневно обстреливала артиллерия. С моря атаковали корабли и десантники. Может быть, именно эти ребята приняли здесь свой последний бой в июне 82-го. Здесь не было военных баз. Здесь было очень много детей.
Здесь не было боевых палестинских отрядов. Здесь были дети. Здесь были женщины. Здесь были старики. Старики, которые помнили Палестину, столь близкую и столь далекую. Израильские танки смогли войти в Рашидию только тогда, когда там не осталось в живых ни одного защитника лагеря. Английская хроника «Визиус» 6 6 июня 1982 года. Так началась новая кровавая агрессия сионистов. Результат политики Кэмп-Дэвида и американо-израильского стратегического альянса. Палестинские и ливанские патриоты оказывают героическое сопротивление. Агрессор несет значительные потери. Однако силы слишком неравны. Полчища израильских варваров, вооруженных самым современным американским оружием, обрушились на мирные ливанские города и села, палестинские лагеря. Их цель — окончательное решение палестинского вопроса и превращение Ливана в израильскую марионетку. Вновь стали беженцами сотни тысяч людей. Они пытались укрыться в западном Бейруте. Со всех сторон ливанская столица окружена израильскими войсками. Сионисты методично и беспощадно уничтожают жилые кварталы, применяя самое варварское оружие — фосфорные снаряды, кассетные бомбы, отравляющие вещества. Гибнут тысячи мирных жителей. Так сионисты пытаются лишить права на жизнь целый народ. Это геноцид. Преступление против мира и человечества. Не может быть ни мира, ни урегулирования, ни стабильности, если пытаться перепрыгнуть через палестинские права, включая их право на создание собственного независимого государства. Почти 3 месяца защищали западный Бейрут национально-патриотические силы Ливана и палестинские отряды. Их мужеством и стойкостью восхищался весь мир. Они не сложили своего оружия перед агрессорами. Палестинцы уходят непобежденными. Они покидают ливанскую столицу, чтобы спасти от кровопролития ее мирных жителей. Филипп Хабиб. Этот американский дипломат от имени президента Рейгана гарантировал безопасность населения Бейрута. Истинную цену гарантии американских миротворцев вскоре узнал весь мир. В лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила сионисты организовали беспримерную по своей жестокости резню. Еще никогда так откровенно не обнажалась звериная, человеконенавистническая сущность сионизма. Вспомним, ведь это уже было. Schlusslösung. Окончательное решение. Übermenschen. Сверхчеловеки. Die höchste Rasse.
Высшая раса. Konzentrationslager. Концентрационные лагеря. Das große Reich. Великий Израиль. Сионистские преступления в Ливане вызвали возмущение у всех честных людей нашей планеты. Народы мира гневно осуждают кровавые злодеяния израильских агрессоров. Эти трагические события еще раз показали необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Ближнего Востока. Выдвинутая Советским Союзом программа ближневосточного урегулирования находит растущую поддержку международной общественности. В самом Израиле против агрессии в Ливане выступают демократические силы во главе с коммунистической партией. Мы требуем прекратить войну, прекратить кровопролитие, потому что мы не верим в эту войну. Мы не верим, что можно решить военным путем палестинскую проблему. Израильские коммунисты – наиболее последовательные борцы против растущей угрозы фашизма в стране. Трезво мыслящие израильтяне понимают, что политика сионистской верхушки глубоко враждебна интересам израильского народа и ставит под вопрос само существование государства Израиль. Куда же идет Израиль? Бывший генерал, а ныне один из участников антивоенного движения Матти Пелет. Я думаю, что проблема, с которой сталкивается сейчас Израиль, это будущее Израиля, которое всецело зависит от того, возможно ли достичь мира. Если же у нас не будет мира, я сомневаюсь, что у нас будет будущее. Очередное заседание израильского парламента, Кнессета. Можно ли говорить в этом Кнессете без того, чтобы тебя не перебивали? А тебя я вообще не хочу слушать. Лидер оппозиции Шимон Перес возглавляет партию труда, которая стояла у власти в первые 30 лет существования Израиля. Менахем Бегин, лидер блока Ликуд. Раньше он возглавлял оппозицию. Теперь Бегин стоит у власти. Принципиальных разногласий у них, конечно, нет. Платформа у них общая. Все они... Il est impossible de distinguer dans les sentiments et dans l'émotion des Juifs. Невозможно разобраться в чувствах и эмоциях евреев, в их привязанности. Вся форма и сущность еврейского народа в том, что каждый оказывает другому поддержку, отдает свою дружбу и материальные ценности. Итак, среди евреев не существует различий. Господин барон утверждает, что среди евреев нет различий, а, следовательно, нет классов и уж, конечно, нет классовой борьбы. С ним вряд ли согласятся эти израильские евреи, протестующие против социальной и этнической дискриминации. Как только не делятся евреи в Израиле. Бедные и богатые, чистые и нечистые, ашкенази, сабра, сефарды, граждане первого и второго сорта. То, что я вижу сейчас в Израиле, и что поражает меня, это огромная пропасть. Огромная социальная пропасть между самыми состоятельными, самыми богатыми людьми и самыми бедными. В 1981 году Израиль покинуло значительно больше людей, чем въехало. Почему же израильтяне покидают государство Израиль? По разным причинам. Прежде всего, я полагаю, по экономическим причинам. Знаете ли вы, что инфляция в Израиле составляет 100-200%? Это огромная цифра. Люди не могут больше так жить. Израильтяне устали жить в состоянии постоянной войны в течение 30 лет.
Они не чувствуют себя в безопасности. Они знают, что их дети могут пойти на войну завтра или послезавтра, и их могут убить. И многие семьи просто решают уехать, чтобы жить в мире в какой-нибудь стране, где они не рискуют умереть. Я думаю, что израильтяне заблуждаются, что в результате аннексии все будет закончено. Эта ситуация очень опасна, когда политика государства, такого маленького государства, зиждется на иллюзиях. Эти иллюзии рождены мифами сионистской пропаганды. Когда-то сионистские теоретики утверждали, будто избранный Богом народ, высшая раса, сумеет создать государство, образец для всего мира. Однако сегодня Израиль раздирают острые противоречия – социальные, политические и этнические. В этом районе Иерусалима живут фанатично верующие иудеи. Они считают, что иудаизм и сионизм диаметрально противоположны. Они не приемлют нынешний Израиль. Они выступают против сионизма, против сионистской практики. Те, кто избивает другие народы, рано или поздно начинает бить свой. Настоящая национальная идея. В 1975 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций осудила сионизм как форму расизма. Суд истории неизбежен. Человечество помнит слова, произнесенные на Нюрнбергском процессе. Эти люди – живые символы расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости, порожденных властью. Это символ жестокого национализма и милитаризма, интриг и провокаций. Суд истории неумолим.